أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Продолжаем чтение книги Канзуль Гирфан Мухаммад Асхат Аль-Ирбили, где собраны 1001 хадис из разных источников, таких как Сахих Бухари, Сахих Муслим, Канзуль Дакаик и Джами'ус Сагир, сборник Сахихов Суюти, Аскалани и других видных мухаддисов. В этой книге собраны такие хадисы, которые объясняют, что такое иман, что такое ислам, как обращаться к сахабам, к сподвижникам пророка Мухаммада ﷺ, как почитать его аль, то есть его семью пророка Мухаммада ﷺ, его родственников, и отношение к знанию, как стремиться к получению действительно достоверных знаний, и объясняется превосходство и преимущество мусульманина, настоящего мусульманина, такого, который Аллах Субхану ва Тааля определил в Коране, и такого мусульманина, которым удостоился чести быть Мухаммад, саллаллаху, он показал своей жизнью, каким должен быть мусульманин, как он должен себя вести. И он объяснил это нам в своих высказываниях. Бабу ма джаа фи талабил илми, то есть в искании знаний, то есть глава об искании знаний, что преподносит нам искание знаний, и по этому поводу Мухаммад ﷺ говорит: «Талибул ильми афдалу гиндаллахи миналь муджахиди фи сабилиллах». Искатель знаний, тот, который стремится к познанию, тот, который стремится получить знания, он лучше того человека, который сражается на пути Аллаха с мечом или со своим имуществом. Потому что знание, Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране: «Иннама ятадаккаруна улюл альбаб», только те люди, которые обладают рассудком и знанием, только они действительно поклоняются Аллаху, только они действительно муттаки, только они действительно мутир, то есть те, которые богобоязненные, и те, которые подчиняются Аллаху. Без знаний, как мы знаем, что Мухаммад ﷺ обращался к Аллаху, говоря: «Рабби, Аллахумма, ауду бика мин гильмин гайри нафирин», то есть я прибегаю к тебе, о мой Аллах, о мой Господь, так же, как прибегаю от зла наущения шайтана, то же самое от бесполезного знания прибегаю к тебе, говорит он. То есть ауду билляхи мин гайри нафирин, прибегаю к Аллаху от бесполезных знаний. Васалюка гильман нафиран, прошу я у тебя, о Аллах, хороших знаний, тех знаний, которые действительно передаются посредством разных ученых по цепочке от самого пророка Мухаммада ﷺ. Другие знания не воспринимаются. Те знания, которые из Корана, и те, которые основаны на высказываниях и на сунне пророка Мухаммада ﷺ, те знания, по которым жили сахабы, табирин или атбар табирин, иначе, которые говорится сегодня, это путь, это сират аль-мустаким, это тот путь, который мы называем ахля сунна валь джамаат, путь тех, которые идут по сунне в общине, те, которые опираются на знание ученых 4 мазхабов. Талибул гильми талибур рахмати, талибул гильми рукнуль ислами ва юта аджруху мa'ан набиин. То есть Мухаммад ﷺ говорит, что талибул гильми, тот, который вышел на поиск знаний или изучение, или познание того гильма, который предначертал нам Аллах Субхану ва Тааля, и на который нам указал пророк Мухаммад ﷺ, это не что иное, как испрашивание или поиск милости Аллаха. Тот человек, который получает знания, настоящие, хорошие, достоверные знания, тот уподобляется тому, который получает милость Аллаха.
И талиб аль-гильми рукнуль ислам. Искание, стремление к познанию, стремление изучения наук, религиозных наук, прежде всего Корана и сунны пророка Мухаммада Мустафа, алейхи афдалю салавату ва тахият. И это считается как одним из столпов ислама, говорит Мухаммад саллаллаху ва юта аджруху ма набиин. И вознаграждение, то есть тот человек, который на пути познания гильма, Аллаха, знаний, которые передаются от Аллаха нам, людям, рабам Всевышнего Аллаха, они удостаиваются чести пророков, то есть они на этом пути терпят те же самые трудности, которые терпели пророки и аулия Аллах, то есть терпение всех тех трудностей на пути познания к Аллаху, на пути приближения к Аллаху, это то же самое, то, что делали все пророки. Самое главное, который прошел, тот путь, который прошел Мухаммад саллаллаху. Мы к этому стремимся. Мы, те, которые идут путем ахль-сунна валь-джамаат, путем 4 мазхабов, путем те, которые следуют ученым 4 мазхабов. Бабу фазлуль гильми. Глава о превосходстве знаний. Хуира Сулейману байн аль-мали валь-мульки валь-гильми фахтар аль-гильма фаути аль-мульк валь-мал валь-ихтияри аль-гильм. То есть Аллах Субхану ва Тааля поставил выбор перед Сулейманом между богатством, властью и знанием. И Сулейман выбрал гильм, знание. И за это Аллах Субхану ва Тааля дал ему и богатство, и власть. То есть тот аят, который мы читаем в Коране, где говорится: «О Аллах, говорит Сулейману, алейхиссалям, о Аллах, дай мне столько богатства, чтобы не было ни у кого до меня такого богатства, и после меня, вплоть до судного дня, чтобы не было у кого-нибудь другого столько богатства и столько власти». Аллах Субхану ва Тааля сделал Сулеймана таким пророком, что он мог распознавать речь муравьев, птиц, он понимал речь животных, он обладал такой силой, которая была ему дана Аллахом, что он управлял и джиннами, и всякими, и людьми, и животными, и птицами, и насекомыми. Аллах Субхану ва Тааля дал ему такое знание, что он понимал, как совершают тасбих, благословляют Аллаха горы и деревья, и вся живность на земле. Зачем? Вследствие чего он получил такую власть и столько богатства? Здесь Мухаммад саллаллаху алейхи объясняет, что Аллах поставил перед ним выбор. Что он хочет? Знание, власть или богатство? Сулейман алейхиссалям выбрал знание. То есть на основе знаний человек может достичь таких высот, которые Аллах Субхану ва Тааля дает только своим праведным рабам. «Ликулли шайин тарикун ва тарикуль джаннати аль-гильм». У всей вещи есть свой путь, как мы знаем. Человек ходит по своему пути, животные ходят по своему пути, звезды, галактики, вселенные ходят у каждого свой путь. У насекомых, у атомов, у электронов. И никто другому не мешает. У каждого свое, у каждой вещи своя траектория в этом мире. И никто, никакая вещь, ничто не мешает друг другу. То, что мы видим у животных, это пищевая цепочка. То, что они едят друг друга, это показатель того, что они едят более слабых, чтобы продолжать жизнь, продолжать потомство. Но в отличие от этого человек всегда недоволен своим путем и своей траекторией. Его траектория всегда соприкасается с другими, то есть как бы мешает. Вот из-за этого Аллах Субхану ва Тааля не спаслал нам религию и своего праведного, самого любимого пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, для того, чтобы объяснить, что у каждого человека своя жизнь, своя судьба и свой путь, своя дорога. Ты ни в коем случае не соприкасаешься с путями, с дорогами других. И твоя траектория должна быть твоя. Твоя судьба должна быть твоя. Помни, о человек, говорит Аллах Субхану ва Тааля.
что ты сам и другой кто-то не мешает ни тебе, и ты не должен мешать другим. Живи своей жизнью, но есть путь еще, который ведет нас к раю. Есть те знания, которые ведут нас к раю, к садам, о которых нам рассказывает Аллах Субхану ва Тааля в своем благословенном Коране. К садам благодати, которые называются джаннат. И знания ведут к нему, потому что Мухаммад ﷺ говорит, что афатуд дин саляса, трагедия религии, уничтожение религии в трех. Муджтахидун джахилун, первый, тот, который стремится, очень старается на пути Аллаха без знаний, невежественный человек, который очень старается на пути Аллаха без знаний. Второй – это галим фаджир, тот алим, который совершает нехорошие поступки, не идет по пути, основываясь на своих знаниях. То есть он получил знания, но не живет по этим знаниям. Он называется алим фаджир. И султан залим, раисус залим. То есть и правитель тиран. Тот, который не любит своих подчиненных и своих, то, что у него под рукой. Мухаммад ﷺ первый говорит, что самые трагедии религии, уничтожение религии, это старающийся, очень усердствующий невежда. Но здесь тоже говорит, что тарикуль джаннати гильм. Мухаммад ﷺ говорит, что это гильм. Аль-гильму даллатуль му'мин мин хайθу ваджадаху ахадаху. То есть знание – это его достаток, его богатство, потерянное богатство верующего му'мина. Где бы ни нашел он его, он берет этот гильм и берет в свое благо, и он практикует его в свое благо. Аль-гильму хазаину мафатихуха ас-суаль. Гильм – это клад, кладезь, и его ключи от этого клада – это вопросы, задаваемые алиму, знающему человеку. Если ты хочешь получить этот клад, если ты желаешь открыть этот клад, этот сундук с кладом, то не стесняйся задавать вопросы, потому что большинство людей стесняются задавать вопросы из-за того, чтобы не показаться невежественным человеком. Тоже ему хочется показаться на уровне ученого, тоже ему хочется быть таким же, как бы, в кавычках, ученым. И он стесняется задавать вопросы и показывать, что он тоже, да, я знал это, я слышал, говорят они. И они стесняются и считают себя позором задавать вопросы. В двух вещах нельзя стесняться, говорит Мухаммад ﷺ. Это первое, если ты очень голодный, не стесняйся попросить кусочек хлеба, чтобы не умереть. Второе, если ты невежественен, если ты неграмотен или безграмотен, не стесняйся задавать вопросы, чтобы узнать ответ на тот или иной вопрос, и чтобы выучить, получить какие-то знания. Не стесняйся задавать вопрос для того, чтобы получить знания. Да благословит Аллах и приветствует пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, и вся хвала Аллаху. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الله